Мы продолжаем выпуск новостями валютного рынка. Курс доллара, установленный Центробанком, составил 61,43, за евро 68,37. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгодный курс для покупки и американских купюр в Восточном банке 61,25, а европейской валюты в Россельхозбанке 68,26. Лучший курс продажи и доллара, и евро в Азиатско-Тихоокеанском банке 61,72 и 68,79 соответственно. Стоимость квартир в новостройках в 2020 году увеличится на 10%, на вторичное жилье на 6%. Таков прогноз главы аналитического центра ЦИАН Алексея Попова. Он отметил, что больше всего рост цен будет заметен традиционно осенью-весной, летом же наступит стагнация. В тех новостройках, где продажи идут лучше всего, цены на квартиры могут подняться на 15%. Эксперты также добавили, что рост цен связан прежде всего с переходом рынка недвижимости на проектное финансирование эскроу-счета. Часть новостроек при этом возводилась по старым правилам. Среди других факторов, влияющих на повышение цен, специалисты назвали инфляцию, снижение темпов строительства и снижение ставок по ипотеке. Цифровые технологии все плотнее входят в нашу повседневную жизнь. Многие привычные для нас бумажные документы уже сменяют их электронные аналоги. С начала года вступил в силу закон, следуя которому россияне могут выбрать – сохранить бумажную трудовую книжку или перейти на электронную. Сергей Михедов готов рассказать о нюансах перехода, а также преимуществах электронных носителей. Сергей, тебе слово. Действительно, с 1 января вводится электронная трудовая книжка. Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета, сказано на сайте Пенсионного фонда России. И для начала ответим на вопрос, что же будет представлять собой всем знакомый бумажный документ в электронном виде. Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и реализована только в цифровом формате. Просмотреть сведения электронной трудовой книжки можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг, через соответствующие приложения для смартфонов. При необходимости сведения электронной трудовой книжки можно получить в виде бумажной выписки. Предоставить ее может нынешний или бывший работодатель. По последнему месту работы Управление Пенсионного фонда, многофункциональный центр предоставления государственных услуг, проще говоря, МФЦ. До 30 июня 2020 года работодатель должен в письменной форме уведомить работников о праве выбора между бумажной или электронной книжкой. А соответствующее заявление работник должен подать до 31 декабря 2020 года включительно. То есть переход не будет резким, а постепенным. Но если вы впервые устраиваетесь на работу с 1 января 2021 года, то данные о трудовой деятельности будут вестись уже только в электронном формате. Далее о сведениях, сохраняемых в электронной трудовой. Это практически весь перечень, который учитывается и в бумажной трудовой книжке. Информация о работнике, даты приема, увольнения, перевода на другую работу, место работы, вид мероприятия, прием, перевод, увольнение, должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение, вид поручаемой работы и другие. И несколько слов о заявленных преимуществах трудовой книжки в цифровом формате. Явные из них – это удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности, минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений, дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения, высокий уровень безопасности, сохранности данных и другие преимущества. Вообще, цифровизация все чаще заменяет нам привычные бумажные документы. Например, уже с июля этого года получить электронный паспорт гражданина Российской Федерации смогут жители Москвы. Далее этот проект распространится на всю территорию России. А выглядеть этот электронный паспорт будет вот так. С виду документ похож на водительское удостоверение, только данных немного больше. На первом этапе с 1 марта 2020 года предполагается начать выпускать только мобильное приложение, связанное с паспортом гражданина РФ. На втором этапе с 1 июля выпускать паспорт гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения, связанного с таким паспортом.
Тем временем, проведенный в 2019 году в ЦИОМом опрос показал, что большинство россиян, это 59%, не готовы отказаться от бумажного паспорта. Около 22% опрошенных считают электронные удостоверения личности ненадежными. Еще 8% беспокоятся о возможных сбоях в системе и базе данных. Мы проводили свой опрос летом, и вот какие мнения услышали. Наверное, да. Но было бы интересно и с собой-то не таскать, чтобы было как-то... Они, наверное, будут маленькие, да? Тогда да, конечно. Если бы был вариант, то и оформила бы электронный вариант, конечно. Ага, это удобно. В наше время, чтобы не таскаться с бумажным. Не дай бог там потеряешь или что-то случится, а электронный вытащил из электронного адреса и все. Думаю, что бумажный, кажется, да. Потому что в электронном я не знаю, всякое может удалиться и все такое, А через бумажный можно нести куда угодно, что ли, я не знаю, если положить его в надежное место. Я считаю, что в каждом паспорте есть свои плюсы и минусы, вот. Я думаю, что это более удобно, и его не забудешь. Не порвется, не забудешь нигде его. Всегда с собой. Конечно, оформил бы. Чем таскать вот такую вот книжку большую и толстую. Гораздо проще электронный паспорт иметь при себе. Очень удобно. По крайней мере, он долговечней. Поскольку я говорю, вот ношу с собой паспорт ежегодно в командировку, и он у меня обветшал настолько, что его уже надо менять. То есть лет в 10 его надо менять периодически. А электронный паспорт, я думаю, долговечнее будет гораздо. В котором можно будет, опять же, электронно менять все данные владельца этого паспорта. В общем, вопрос обсуждаемый и точно переживет еще множество споров. Но в общем и целом хранить документы в электронном виде гораздо удобнее. И потерять практически невозможно, ведь личную информацию всегда сохранят в надежной базе данных. В любом случае, с введением эксперимента выйдут наружу и недочеты, поэтому будем следить за развитием событий. Спасибо, Юля, Сергей. тебе слово. Спасибо, Сергей. Банк России ожидает, что в текущем году долговая нагрузка россиян продолжит увеличиваться, заявила журналистам глава Департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Она пояснила, что причиной этого будет сохранение достаточно высоких темпов роста выдачи потребительских кредитов и ипотеки. По ожиданиям регулятора, темпы роста потребкредитов в 2020 году составят около 10%, а ипотеки 20%. Центробанк не раз заявлял, что обеспокоен высокими темпами необеспеченного потребкредитования в стране, хотя и не видит каких-либо рисков для финансовой стабильности. При этом Центробанк в течение последних 2 лет 4 раза ужесточал требования к банкам в этом сегменте, однако это не дало желаемого эффекта. Решение проблемы закредитованности населения регулятор нашел в показателе долговой нагрузки. Соглашение о безвизовом режиме между Арменией и Китаем вступит в силу 19 января, сообщили в среду в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства. 17 декабря 2019 года президент Армении Армен Саркисян одобрил ратификацию соглашения. Документ, который подписали в мае 2019 года в Ереване главы МИД 2 стран Заграб Мнацакян и Ван И, было ратифицировано армянским парламентом 10 декабря. Замминистра иностранных дел Армении Авет Адонс ранее заявил, что граждане 2 стран смогут с внутренними паспортами въезжать на территорию государства, подписавшего соглашение, выезжать с его территории или следовать транзитом без визовых требований. Безвизовый режим действует 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства после послания президента Федеральному собранию, где прозвучали предложения изменить Конституцию. На место премьера Путин предложил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Подробности у Ивана Лазаренко. Иван, как бизнес отреагировал на такие изменения? Юлия, приветствую. Можно сказать, что представители российской бизнес-элиты весьма положительно оценили кандидатуру Михаила Мишустина и связывают с работой нового премьера и кабинета министров очень большие надежды.
Это новости экономики на Якутии-24. В студии Иван Лазаренко. Бизнес оценил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. О хорошем понимании Мишустиным финансовой системы и российского бизнеса заявил, в частности, председатель правления Банка Открытия Михаил Задорнов. По его словам, бизнес-руководители ждут от него на посту премьера выработки четкой программы действий правительства. Эта программа должна подтолкнуть экономический рост, отметил Задорнов. Также Мишустина называют современным и эффективным человеком и обращают внимание на прозрачные и понятные условия и организацию процесса работы Федеральной налоговой службы. Также отмечается, что выдвижение главы Федеральной налоговой службы на пост премьера указывает на положительную оценку работы Мишустина со стороны президента страны. Преимущество при поступлении в ординатуру получат медики, проработавшие в первичном звене здравоохранения или, как говорят сами врачи, на земле. Это одно из предложений Министерства здравоохранения России, направленное на укрепление первичной, самой близкой к пациенту медицинской помощи. Усовершенствованию подготовки специалистов по разным врачебным дисциплинам уделил внимание президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Путин поставил задачу изменить условия подготовки в медицинских вузах. 70% бюджетных мест по специальности лечебное дело и 75% по направлению педиатрия должны быть целевыми. То есть вузы будут обязаны подготовить терапевтов-педиатров, направленных на учебу по заявкам регионов. А регионы, в свою очередь, должны гарантировать выпускникам рабочее место. Выплаты малообеспеченным семьям пособий на детей от 3 до 7 лет вместе с другими инициативами президента, объявленными в его послании к Федеральному собранию, позволят к концу года снизить бедность больше, чем на 10%, сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По оценке ведомства, в 2020 году реализация инициатив повысит доходы 20% наименее обеспеченных домохозяйств в среднем на 10 процентных пунктов во втором полугодии и приведет к снижению уровня бедности на 1,3 процентных пункта. Суммарная стоимость пакета ключевых мер – это пособие для семей с детьми, расширение программы мат-капитала и налоговый вычет для компаний-инвесторов. Минэкономразвития оценивает в 300 миллиардов рублей в текущем году и свыше 600 миллиардов в год в последующем. Убрать лишние бюрократические барьеры, затягивающие возведение жилья, намерен Минстрой. Ведомство представило проект постановления правительства, предусматривающего и исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства. Их количество сократится со 139 до 78. Как отмечал глава Минстроя Владимир Якушев, ведомство стало настораживать уменьшающее количество получаемых разрешений на строительство. Это может привести к снижению через 2-3 года объемов ввода жилья. Минстрой планирует предпринимать различные меры, чтобы стимулировать застройщиков начинать новые проекты. Строительству также должно помочь расширение программы материнского капитала, о котором объявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Сумму в 466 617 рублей будут выдавать уже при рождении первенца. Второй ребенок увеличит капитал еще на 150 тысяч. Эти выплаты должны существенно увеличить спрос на жилье. Около 90% россиян, уже потративших мат-капитал, направили его как раз на решение жилищных вопросов. На следующей неделе Госдума планирует рассмотреть в первом чтении подготовленный Минтрудом законопроект о возможности направления материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке. Сегодня мат-капитал можно использовать на улучшение жилищных условий. С его помощью можно купить квартиру, а также купить или построить жилой дом на землях для индивидуального жилищного строительства. Проще говоря, в деревне, на селе, поселке или даже в городе, если там есть такая категория земель. Но вот готовую дачу в классическом ее понимании приобрести нельзя. Поэтому Минтруд и предлагает в качестве одной из мер расширения использования материнского капитала разрешить направлять его на строительство жилых домов на садовых участках. В ведомстве особенно подчеркивают, что речь идет именно о жилых строениях, то есть тех, которые предназначены для постоянного проживания, а не для временного. Парламент может принять закон о расширении программы материнского капитала уже в феврале этого года, заявил глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, в федеральном бюджете есть средства на эти цели. Рязанский также полагает, что правительство, скорее всего, уже подготовило пакет законопроектов, а ведомства получили поручение просчитать возможность реализации озвученных в послании президента страны инициатив. Сенаторы, заявил Рязанский, готовы в приоритетном порядке рассмотреть законы о детских пособиях и выплатах учителям за классное руководство. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Юль, ну а как будет развиваться ситуация в мире экономики, я расскажу в следующем выпуске. Спасибо, Иван. А мы переходим к мировым новостям.
Кадры спасения бейсджампера, который зацепился стропами парашюта за скалу в Таиланде, опубликовала команда экстремалов Freedom Team. Австрийский спортсмен несколько часов провисел на высоте около 200 метров над землей, рассказывает Анастасия Дмитриева. Завис между небом и землей. Тайские спасатели в понедельник благополучно сняли с утеса австрийского бейсджампера. Экстремал Йоханнес Клаузер провел на скале Какоктало в южной провинции Пхаталунг 6 часов, после того, как стропы его парашюта во время прыжка зацепились за выступы. Кадрами спасательной операции с беспилотника поделилась команда Freedom Team. Чтобы снять беспомощного спортсмена с высоты 175 метров, скалолазам сначала пришлось подняться на вершину, установить страховку, добраться до него и помочь спуститься по веревке вниз. Бейсджамперы облюбовали гору около года назад. По словам спасателей, ранее подобных инцидентов на ней не происходило. Два папы, два мнения. Бывший глава Римско-католической церкви Бенедикт XVI отказывается от авторства книги «Из глубины наших сердец», которая поступит в продажу во Франции. Некоторые высказывания о священническом безбрачии в этом теологическом труде идут в противовес позициям действующего предстоятеля Франциска, который ранее допустил, что в правиле могут быть исключения. Почетный папа римский на покое Бенедикт XVI попросил во вторник удалить свое имя из авторов книги, которая в среду поступила в продажу во Франции. Работа «Из глубины наших сердец» содержит его рассуждение о том, что безбрачие священников необходимо на пути к Господу и другое неприемлемо. Выдержки были опубликованы в газете «Фигаро» в выходные, после чего некоторые ученые-теологи сочли, что Бенедикт рискует дестабилизировать позиции преемника. По итогам Синода по проблемам Амазонии в октябре 2019 года папа Франциск принял рекомендательный документ. Там указывалось на возможность привлекать к проповедованию в отдаленных районах мудрых женатых мужчин. При этом подчеркивалась незыблемость целибата для Римской католической церкви. Личный помощник Бенедикта и префект Дома его святейшества монсеньор Георг Генсвайн рассказал Рейтер, что по указанию бывшего понтифика попросил автора книги кардинала Робера Сару внести необходимые изменения. По словам Генсвайна, Бенедикт не давал согласия на соавторство, а также на публикацию своего портрета на обложке. Сара в Твиттере опроверг обвинение в том, что воспользовался слабостью 92-летнего служителя церкви. Позже он заявил, что в будущих изданиях книги Бенедикт будет назван как источник, а не соавтор. Однако полный текст останется без изменений. Новый инцидент напомнил о расколе между консерваторами и прогрессивистами в церкви, последователями которой являются 1 300 000 000 человек в мире. Немецкий кардинал Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году, но спустя 8 лет по состоянию здоровья отказался от сана. Такое произошло впервые за 600 лет. По словам ватиканских источников, в городе-государстве встал вопрос об установлении новых правил сосуществования двух пап, дабы подобные эпизоды не повторялись. Кенгуру, вомбатов, валаби и других животных, пострадавших в результате бушующих лесных пожаров в Австралии, продолжают доставлять в организацию по спасению дикой природы Sydney Wildlife для оказания им медицинской помощи. На кадрах можно увидеть, как пострадавших животных кормят волонтеры. Одна из них, Джоан Рид, рассказала, что в Австралии много маленьких дезориентированных животных, вынужденных спасаться от пожаров, потерявших свои дома. По словам Рид, волонтеры заботятся обо всех животных, даже если это ядовитая змея или летучая мышь. Спасательная организация не только берет на себя заботу о местных четвероногих, но и отправляет свою мобильную ветеринарную клинику для транспортировки животных из других районов. Согласно сообщениям СМИ, в штате Новый Южный Уэльс и Виктория продолжают действовать по меньшей мере 145 лесных пожаров. Возгорания начались на континенте в сентябре прошлого года. В настоящее время в результате стихии погибли 27 человек и около полумиллиарда животных. Этот маленький кенгуренок Мим родом с южного побережья, где бушевали все эти большие пожары. Там оказалось много маленьких дезориентированных животных, вынужденных спасаться от пожаров, потерявших свои дома. Очевидно, что большие кенгуру спасаются бегством и иногда выходят на дороги, которых обычно избегают, в результате чего их сбивают машины. Это и случилось с его матерью. Но, к счастью, мешочек действительно защищенная зона. Поэтому, несмотря на то, что мама получает удар,
дар. Младенцы на самом деле довольно хорошо защищены внутри мешочка. Вот такая вот с ним приключилась история. Он очень любопытный зверек. Мы не подвергаем животных дискриминации. Мы заботимся обо всех, даже если это ядовитая змея или летучая мышь, или птицы, или что-то в этом роде. Мы проявляем заботу не только по отношению к милым и пушистым. Центральное телевидение КНДР показало сюжет о том, как лидер страны Ким Чен Ын посетил одно из военных спецподразделений, в котором служат женщины. Солдаты исполнили для высшего руководителя песни, сыграли в волейбол и сфотографировались на память. Провожали традиционно со слезами на глазах. Подробности далее. Центральное телевидение КНДР показало визит Ким Чен Ына в одну из военных частей страны, где службу несут женщины. Они выступили перед верховным главнокомандующим с песнями. Слов и мелодий в репортаже не слышно. Поверх живого звука наложена музыка и наговор ведущей. Но, судя по реакции слушателей и лицам самих поющих, исполнение носит глубоко проникновенный характер. На кадрах, которые транслировал государственный информационный канал в прошлую пятницу, солдаты прыгают от радости и приветствуют лидера со слезами на глазах. Перед председателем Госсовета армейцы разыграли партию в волейбол. Как следует из текста сюжета, Ким подарил военнослужащим бинокли и автоматы. В завершении визита лидер и защитницы Родины сделали групповую фотографию. Посещение этого подразделения было частью инспектирования военных объектов, которое проводит Ким Чен Ын. Ранее он посетил отряд обороны, расположенный на острове Ченгрин к западу от побережья страны. Возвращаемся к событиям региональным. По статистике, Нерюнгринский район – один из лидирующих в республике по дистанционному мошенничеству. Только за прошлый год было зарегистрировано 100 случаев с ущербом 4 миллиона рублей. С начала года зафиксировано 2 случая интернет-мошенничества. Какие именно, мы узнаем у Александры Цибиковой. Она на прямой связи со студией. Саша, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Юля. Сегодня мошенники стали еще ухищреннее. 38-летний нерюнгринец приобрел билеты для своей дочери до Благовещенска через интернет-сайт, который выдал ему поисковик. Мужчина ввел все необходимые данные, паспортные данные, данные карты, произвел оплату. Деньги были списаны, билет должен был поступить на почту. Мужчина проверил, билета нет. Он обратился в службу техподдержки сайта, где ему объяснили, что он неправильно или некорректно ввел свои данные. После даже списания денег мужчина повторил оплату, все действия еще раз. В конечном итоге мужчина лишился 3700 рублей и, конечно же, остался без билета. О втором случае нам расскажет инспектор направления по связям со СМИ МВД России по Нерюнгринскому району Анастасия Святкина. На днях житель Нерюнгринского района стал очередной жертвой мошенников. Мужчина решил заказать себе трактор для работы на даче. Для этого он нашел подходящее объявление на интернет-сайте, связался с менеджером, который предложил ему произвести 100% предоплату. Мужчина не согласился. Затем ему предложили другой вариант – изначально оплатить 25%, а затем остальную сумму, когда груз поступит в транспортную компанию. Из транспортной компании мужчине поступило СМС-сообщение, что груз доставлен. Мужчина произвел полную оплату в размере 350 тысяч рублей. А в итоге, когда же долгожданный груз ему пришел, он увидел, что там находится 4 БУ колеса от легкового автомобиля. Еще раз хочется напомнить правила личной финансовой безопасности. Никому никогда не сообщайте паспортные данные, данные своих банковских карт, счетов, номера телефонов, номера пин-кодов. Ну и, конечно же, будьте бдительны и осторожны. На этом у меня все, Юля. Спасибо, Саша. Это была Александра Цибикова из Нерюнгри. Якутские полицейские задержали членов организованной преступной группировки, подозреваемых в совершении серии краж. Общий материальный ущерб, нанесенный преступниками, составил 500 000 рублей. В ходе расследования оперативники выяснили, что злоумышленники причастны к другому, более тяжкому преступлению. Подробности расскажет Александр Хавренко. Александр, здравствуй. Что же удалось выяснить полицейским? Здравствуй, Юлия. Как оказалось, помимо краж, преступники промышляли еще и вымогательством. Применяя насилие, они требовали у своего знакомого 250 тысяч рублей. Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. Сотрудники столичного уголовного розыска раскрыты
7 эпизодов краж с общим материальным ущербом свыше $500 000 рублей и факт вымогательства 250 тысяч рублей. В отделы полиции в Якутске стали поступать заявления от владельцев взломанных гаражей. У всех потерпевших были похищены запчасти, инструменты, бытовая техника, лодочные моторы и так далее. По всем эпизодам краж были возбуждены уголовные дела. Оперативники пришли к выводу, что к совершению серии краж причастны одни и те же лица, действующие в группе. Неизвестные злоумышленники тщательно подбирали места для совершения очередного преступления. Проверяли прилегающие территории на наличие камер видеонаблюдения, посещаемость, проходимость, ну и так далее. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данных краж задержаны 3 ранее судимых мужчин в возрасте от 28 до 32 лет. Часть похищенного имущества изъята по месту жительства одного из них. Вместе с тем, при проведении следствия обнаружилось основание для возбуждения уголовного дела по статье «Вымогательство». Подозреваемые, применяя насилие, требовали 250 тысяч рублей у работника одного из городских автосервисов. Требуемая сумма вымогалась ими под предлогом оплаты услуг адвоката для одного из их общих знакомых, в отношении которого потерпевший дал показания в суде. В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор. Участковым полномочным полиции выявлен факт незаконной реализации спиртных напитков в магазине по улице Лермонтова в Якутске. Вся водочная продукция изъята. В отношении продавца, допустившего правонарушение, составлен административный протокол. А в Покровске участковыми изъято около 400 литров пива. На момент рейдов полиции в магазине, расположенном на улице Комсомольской, находилась девушка-продавец. Установлено, что данный торговый объект не имеет лицензии на продажу алкоголя. Проводится административное расследование. В селе Этыкюль по материалам уголовного расследования по материалам уголовного дела возбуждено уголовное дело по продаже розничной алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции в отношении местного жителя. Мужчина не раз привлекался к административной ответственности за незаконную реализацию алкогольной продукции, но все предупреждения полицейских игнорировал. Якутские судебные приставы в соответствии с решением суда приостановили деятельность ресторана «Сунгари» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. С иском в суд обратился представитель Республиканского управления Роспотребнадзора. Суд признал общество с ограниченной ответственностью виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток. Во исполнении требований исполнительного документа судебные приставы выехали по месту нахождения объекта и опечатали заведение. Сотрудники службы судебных приставов будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб. Напомним, что по результатам прошлого года ресторан «Сунгари» был признан одним из самых криминальных ночных заведений города. В дежурную часть столичной полиции обратилась местная жительница с заявлением о краже более 48 тысяч рублей с ее банковского счета. Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, совершивший хищение. Им оказался 34-летний мужчина. Накануне подозреваемый был в гостях у заявительницы. Во время совместного распития спиртных напитков женщина заснула. В это время гость тайно воспользовался сотовым телефоном потерпевшей, открыл в телефоне ранее свернутое приложение «Мобильный банк» и перевел денежные средства на электронный кошелек своего друга. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Рейс авиакомпании «Дельта», вылетевший во вторник из аэропорта Лос-Анджелес в Шанхай, через 15 минут был вынужден развернуться и совершить экстренную посадку из-за проблем с двигателем. Перед этим лайнер сбросил топливо. На земле пострадали порядка 60 человек. Подробности рассказывает Артем Сторонов. Около 60 человек, многие из которых дети, обратились за медицинской помощью во вторник после того, как самолет авиакомпании «Дельта», заходивший на экстренную посадку в Лос-Анджелесе, сбросил топливо над городом. По данным местных изданий, борт направлялся в Шанхай, но сразу после вылета пилоты сообщили о проблемах с одним из двигателей. Лайнер развернулся и начал сбрасывать авиакеросин, чтобы снизить вес для безопасного приземления. Однако топливо оказалось на территории жилых районов, и в том числе нескольких школ. Ученики и взрослые обратились к врачам с жалобами на раздражение кожи и затруднение дыхания. Сообщается, что им всем помощь была оказана на месте, госпитализированных нет. На борту совершившего экстренную посадку самолета находились 288 человек, никто из них не пострадал. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Юлия, на этом у меня пока все. Спасибо, Александр. Специалисты диагностического центра и лаборатории судебной медицины провинции Тегеран в Иране изучили тела и установили личности 148 погибших при крушении самолета международных авиалиний Украины. 57 тел уже были переданы семьям, сообщается на сайте Организации судебной медицины Ирана. На сайте были также опубликованы имена этих 148 человек. Специалисты в Иране провели анализ их ДНК.
Стартовал прием работ для участия в национальном конкурсе на выбор талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Им может стать любой объект, человек, животное, растение, предметы и другие. Например, талисманом предыдущей переписи был веселый мальчуган в футболке с эмблемой. Все работы должны быть авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей. Участники конкурса при создании изображения талисмана могут использовать официальную символику Всероссийской переписи населения 2020 года. Выставку первого республиканского конкурса детских рисунков «Пою мое отечество» открывает в выставочном зале Кондракмета. Она посвящена году патриотизма и 75-летию Победы. На месте работает Саргалана Федорова. Саргалана, здравствуй. Какие работы представили юные художники? Приветствую, Юлия. Каждый ребенок представляет отечество по-своему. Эти рисунки тому доказательства. Здесь изображены и известные достопримечательности Якутии, бескрайние просторы, животные. И все рисунки наполнены искренним чувством патриотизма и мечтами о прекрасном будущем. И работы выполнены в жанрах живописи, графики. И техника у всех тоже разная. Акварель, гуашь, гравюра. И ребята отразили важные исторические события, героев войны, ветеранов. Также очень много интересных работ на тему Крайнего Севера, вечной мерзлоты. И сегодня участники пришли посмотреть на собственные работы, а также на рисунки сверстников и рассказали нам, как создавали эти картины. Давайте послушаем. Я нарисовала детей, живущих на Крайнем Севере, которые очень ждут свою почту. И еще я нарисовала северное сияние, хоть я ее сама вживую не видела, но когда-нибудь мечтаю увидеть. В моем рисунке я представила радость к первому снегу. В моей школе учитель изобретатель искусства Марьяна Аркадьевна делает очень много конкурсов. И в нашей школе была медиа-студия, и с помощью ей мы могли из наших рисунков сделать разные предметы. Ну, это все. Какие предметы? Например, футболка, чашка, календарь. И магнитики можно. Конкурс – это итоговое дело, а вообще нас интересует сам процесс работы в школах. 6 тем было задумано в течение всего 2019 года. И по этим 6 темам каждый учащийся должен был рисовать. Ну, здесь очень много времени не занимает. Почему? Потому что учитель рисования на уроке дает задание учащимся. Это задание выполняется в домашних условиях, начинается в школе, в домашних условиях выполняется. Ну и каждое задание как бы подытаживается. На конкурс поступило всего 372 работы из 17 районов республики. И по итогам выставки будет создан электронный каталог, а также 25 лучших работ останутся в фонде Национального художественного музея. Ну а здесь выставка пробудет до 24 января. Затем ее выставят в Национальном художественном музее. И посмотреть на работы юных художников можно будет до 16 февраля. Юлия. Спасибо, Саргалана. Я напомню, это была наш корреспондент Саргалана Федорова. Мы переходим к новостям спорта. Мастеру спорта международного класса Николаю Савинову сегодня исполнилось 80 лет. Его детство прошло в суровые военные годы, воспитывался в детдоме, закончил Ленинградский университет по направлению математики. Является одним из первых программистов Якутии, но шашки стали любимым делом. 13 раз выиграл чемпионат республики. С 1996 года проводит республиканский турнир по шашкам среди учащихся. Николай Савинов – человек с активной позицией. Работал в университете, 23 года руководил отделом статистики, принимает решения и участие в общественной жизни республики. Сегодня Федерация по шашечному спорту Якутии сердечно поздравила именитого спортсмена с юбилеем. 3-4 года назад подряд я становился чемпионом города Якутска, обогнал молодых мастеров, гроссмейстера даже обогнал. 24 года подряд на свои призы организовываю призы соревнований школьников.
300 ребятишек приезжают на эти соревнования, чтобы получить мои призы. То, что у меня есть хорошее хобби и хорошие гены. У меня мать моя в этом году исполнилось 100 лет, в прошлом году 100 лет ей исполнилось. В очень хорошем состоянии она была. Хороший день, счастливый день. Как раз сейчас только меня поздравили руководство Государственной статистики республики. Ну, я там работал 24 года. В Лозанне продолжаются юношеские Олимпийские игры. В 6-й соревновательный день сборная России пополнила свою копилку серебряной медалью. Подробности у моего коллеги Власия Сергеева. Власий, здравствуй. Кто завоевал награду? Юлия, приветствую. Эту серебряную медаль завоевала команда по биатлону, которая выступала в смешанной эстафете. Ну а сборная России продолжает лидировать в медальном зачете. Следом идут команды Швейцарии и Японии. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российские спортсмены завоевали серебряную медаль в 6-й соревновательный день юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в Лозанне. Копилку пополнила команда по биатлону в составе Алены Моховой, Анастасии Зеновой, Дениса Иродова и Олега Домичика. Помимо этого, россияне завоевали 8 медалей в различных дисциплинах, выступая в одной команде с иностранными спортсменами. Эти награды в медальном зачете учтены не будут. Сборная России продолжает лидировать в гонке медалей, завоевав 15 наград. На втором месте идет команда Швейцарии, у которой 13 медалей. Третье место с 5 наградами занимают японские спортсмены. Игры в Лозанне завершатся 22 января. Экипажи команды КамАЗ-Мастер вновь заняли все 3 лидирующие позиции в ралли-рейде «Дакар». В Саудовской Аравии прошел 10-й этап марафона, протяженность которого должна была составить 534 километра. Однако из-за плохих погодных условий организаторы решили остановить соревнования. Поэтому результаты 10-го по счету отрезка были зафиксированы по отметке 223 километра. В итоге первое место занял Антон Шибалов, второе – Дмитрий Сотников, тройку лидеров замкнул Эдуард Николаев. В общем зачете грузовиков по-прежнему лидирует Андрей Каргинов, причем он опережает ближайшего преследователя в лице Шибалова на 36 минут. На третьей позиции идет белорус Сергей Вязович на МАЗе. Ралли-рейд завершится 17 января. Сборная России по гандболу со счетом 28-31 проиграла команде Дании в заключительном матче предварительного раунда чемпионата Европы. Турнир, в котором разыгрываются путевки на Олимпийские игры, проходит в Швеции. Самым результативным игроком матча стал датчанин Миккель Хансен, забросивший 7 мячей. У россиян самым точным был Игорь Сорока, на счету которого 6 голов. Сборная России потерпела поражение во всех 3 матчах предварительной стадии и заняла последнее место в группе И. Возглавила квартет команда Венгрии, записавшая в свой актив 5 очков. Далее идут сборные Исландии и Дании, набравшие 4 и 3 очка соответственно. Таким образом, мужская сборная России пропустит 3-ю Олимпиаду к ряду. Баскетболисты российского клуба «Зенит» обыграли испанскую «Басконию» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 72-66. Самым результативным игроком матча стал форвард россиян Уилл Томас, набравший 19 очков. В составе «Басконии» самым точным оказался защитник Ник Стаускас. На его счету 15 баллов. «Зенит» одержал 2-ю победу к ряду. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 пунктов. «Баскония», у которой 14 баллов, располагается на 14-й позиции. В следующем туре «Зенит» на своей площадке встретится с испанской Валенсией, а «Баскония» в гостях сыграет с московским ЦСКА. Обе встречи пройдут 17 января. ПСЖ одержал победу над Монако в выездном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-1. В составе парижан дубль оформил Килиан Мбаппе. По одному разу отличились Неймар и Пабло Сарабия. Единственный мяч монегасков забил Темуэ Бакайоко. Российский полузащитник хозяев поля Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте. ПСЖ прервал беспроигрышную серию Монако, которая составила 5 матчей. Столичный клуб продолжает лидировать в таблице чемпионата, имея в активе 49 очков. Монако занимает 9-ю строчку, набрав 29 пунктов. В следующем туре ПСЖ в гостях сыграет с Лилем, а Монако на своем поле примет Страсбург. Воспитанник якутской футбольной команды «Пульс» Артем Соколов, ныне выступающий за столичное Чертаново, признан лучшим игроком Москвы среди юношей 2003 года рождения. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Церемония награждения прошла в рамках общего собрания Московской Федерации футбола. В первом круге юношеской лиги России Артем в составе Чертанова провел 11 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Также якутянин был включен в символическую сборную лучших игроков первого круга соревнований. Уверенная игра Соколова не осталась
осталась без внимания тренерского штаба основной команды Чертанова, выступающей во второй по силе лиги страны. В конце декабря Артем дебютировал в главной команде клуба, а затем отправился с ней на тренировочные сборы в Турцию. В составе юношеской сборной России среди игроков не старше 17 лет якутянин провел 3 матча на чемпионате Европы, где отличился 3 результативными ударами. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Юлия, тебе слово. Спасибо, Власий. Всероссийский исторический кроссворд от Калининграда до Якутска. 25 января школьники и взрослые напишут самую необычную работу по истории. Всероссийский исторический кроссворд. Подробности готова рассказать Полина Долинская. Здравствуй, Юлия. В этом году тема Всероссийского исторического кроссворда посвящена 75-летнему юбилею Великой Победы. И здесь будут тестироваться знания Великой Отечественной войны. Более 200 площадок по всей России подали заявку на участие в этой акции. Пройдет она от Калининграда до города Якутска. Сейчас мы находимся в здании Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, где сотрудник библиотеки Надежда Поднаджапова расскажет нам, как вообще будет проходить эта акция. Здравствуйте, Надежда. Расскажите, пожалуйста, что ждет всех участников? Здравствуйте. В этом году Якутия впервые присоединится к просветительской акции «Всероссийский исторический кроссворд». Этот необычайный формат придумали в Московском городском педагогическом университете и поддержали все учебные заведения, библиотеки, музеи нашей страны. Написать кроссворд могут все любители истории и желающие проверить свои знания всех возрастов. В Национальной библиотеке мы подготовили 2 площадки на 4-м этаже, и каждому участнику выдается тетрадка с кроссвордом, дается 45 минут, чтобы выполнить 10 заданий, и 45 минут, чтобы проверить свои решения. В этом году проводится только в городе Якутска. Со следующего года мы планируем провести по всей республике. Большое спасибо, Надежда. Будем надеяться, что среди наших жителей это получит очень большой отклик, и на следующий год формат только разрастется по всей нашей республике. А для того, чтобы сейчас принимать участие, надо обладать какими-то особыми знаниями, достаточно школьной программы, азарта, желания и умения разгадывать загадки и кроссворды. В этом году акция состоится в городе Якутске 25 января, и пройдет она в здании Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. На этом у меня все. Юлия, передаю тебе слово. Спасибо, Полина. Пункт передержки безнадзорных животных Якутска сообщил, что в связи с вступлением в силу закона об ответственном обращении с животными и увеличением численности бродячих собак в городе объявляет о сборе благотворительной помощи. Отмечено, что пункту требуются миски, кастрюли, метлы и поводки, корма для кошек и собак, хозяйственные принадлежности для содержания чистоты вольеров и будок, медикаменты и многое другое. Оказать посильную помощь можно по адресу Якутск, базовый переулок 4, контактный номер 8 924 176 52 54. Маршрутный автобус будет перевозить пассажиров до купели на Зеленом лугу в столице республики. В период с 18 по 20 января от площади павших борцов до центральной купели на Зеленом лугу будет курсировать автобус. Цена проезда 28 рублей за наличный расчет, говорится в официальном сообщении. Ну а теперь о погоде в крупных городах нашей республики. В Алдане облачно, небольшой снег, температура воздуха минус 18 градусов, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, ожидается небольшой снег. Минус 12 и облачно в Ленске, осадки в виде снега, ветер 4 метра в секунду. В Мирном облачно, 17 градусов ниже нуля, скорость ветра 3 метра в секунду, в течение дня ожидается снег. 26 градусов со знаком минус за окнами Нирюнгринс, скорость ветра 1 метр в секунду, малооблачно, ожидается снег. В Якутске минус 29 градусов ниже нуля, облачно и также снег, безветренный штиль. Оставайтесь с нами, впереди еще много всего интересного.